Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Судный день. Положение людей в судный день, и именно мы с вами разбираем положение грешных мусульман, верующих. То есть, учитывая то, что какие наказания, какое унижение ждет грешных верующих, мы даже не можем представить, что ждет, что ожидает неверующих. Поэтому вот те грехи, которые мы с вами обсуждали, 2 лекции было у нас или 3, про тех, кто отказывается выплачивать закат. Сегодня мы будем разбирать следующий грех, за который люди понесут наказание в судный день. Это все касается мусульман и мусульманок, то есть это касается верующих людей. Пусть Аллах простит нам наши грехи. Итак, следующее прегрешение, грех – это аль-кибр, высокомерие, гордецы. Высокомерие является величайшим преступлением перед Всевышним Аллахом, и Аллах ненавидит гордецов. Аллах ненавидит гордецов. И мы знаем, что в основе аль-кибр, слово высокомерие, оно неплохое, потому что кибр, кабир, Аллаху акбар – это однокоренные слова. То есть слово величие. Но высокомерие – это благо только когда касается Всевышнего Аллаха. Только Аллах, Он великий. И есть у Аллаха одно из имен – аль-мутакаббир, то есть величественный, даже можно сказать высокомерный. Но это только Аллах. А что касается Его творения, никто не имеет права вести себя высокомерно. Потому что все мы рабы Всевышнего Аллаха. И поэтому каждый, кто пытается взять на себя вот это качество, которое присуще только Ему, Аллах его ненавидит. И это качество только отдаляет его от Всевышнего, от Его милости, от Его прощения. И очень часто может быть тот, который проявляет высокомерие перед другими, считает себя умнее, считает себя, может быть, набожнее, считает себя лучше, богобоязненнее. Вот это высокомерие на самом деле не делает его выше, а наоборот причина того, что Аллах его унижает. Поэтому ислам всегда предостерегал верующих от высокомерия и всегда призывал к чему? Тавадух, то есть к смиренности, к скромности. Когда Всевышний в судный день воскресит своих рабов, то вот этим надменным гордецам, которые ходили по этой земле кичливо, которые считали себя умнее, лучше других, которые унижали, оскорбляли других, насмехались над другими. Бывает это иногда один человек, бывает это иногда род. Бывает род, курайшиты думали, что они самые лучшие. Не потому, что они там богобоязненные или еще какие-то, потому что они курайшиты. Есть нации, которые думают, что они лучше всех. И вот именно этот такой национализм порицает ислам. Когда ты думаешь, что ты татарин, и ты лучше других, только потому, что ты татарин. Или ты русский, и ты лучше других, только потому, что ты русский. Не потому, что ты учился больше, не потому, что ты работаешь больше, или не потому, что ты совершаешь благодеяний больше. Нет.
потому что ты просто русский, или ты татарин, или ты таджик, или ты там узбек и так далее, или ты англичанин, или ты еврей. Да? Вот такой национализм ислам всегда порицал и порицает. Поэтому Аллах воскресит надменных, высокомерных людей в судный день в жалком облике. В жалком облике. И Амр ибн Шуайб передает со слов своего деда, который передал ему переданных его отцом, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: гордецы высокомерные будут собраны в судный день подобными мелким муравьям. Пророк саллаллаху обозначил не просто подобными муравьям. Среди муравьев иногда бывают, да, более-менее большие, бывают мелкие. Нет, вот именно подобными мелким муравьям. И унижение будет покрывать их отовсюду. Этот хадис в сборниках имама ат-Тирмизи. Вот, дорогие братья, это мудрость Аллаха, его справедливость. Человек, который считал себя лучше всех, больше, умнее всех, в судный день он будет в облике муравья. Не в облике человека, но размером муравья. И люди будут ходить по ним и просто их не замечать. Вот в этой жизни, почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям привел в пример именно муравьев? Да? Муравьи — это такие маленькие, жалкие существа, которых мы просто не видим. Мы идем по земле, мы топтаем их, и мы их даже не видим. Если бы это были, там, может быть, змеи, да, мы бы близко к ним не подошли. Если бы это были такие большие там тараканы, да, мы бы их видели и опасались бы. А муравьи, они такие, никто их не боится, все по ним ходят, и просто люди их не замечают. И вот в судный день пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: унижение постигнет их отовсюду. Люди будут топтать их, ходить по ним, да, и все, у них не будет никакой ценности. Почему? Потому что они думали, что они такие ценные в той жизни. И вот это одно из унижений, одно из наказаний гордецов. И в сборниках имама Муслима мы видим хадис, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ля ядхулюль джанна», не войдет в рай тот, у кого в сердце мифкаля даррати мин кибр, хотя бы частица, кусочек, пылинка высокомерия. То есть, если в сердце человека будет пылинка высокомерия, этот человек не войдет в рай. Что это значит? То есть, человек не войдет в рай никогда? Нет, конечно. Если он был мусульманином, если он был единобожником, когда-нибудь он войдет в рай. Но он не войдет в рай с праведниками. То есть, он понесет наказание в аду. За что? За то, что в его сердце была хотя бы пылинка высокомерия. Почему такое происходит? Кто-то скажет, ну, у каждого, наверное, есть. Вот высокомерие, дорогие братья, это такая болезнь, это такой недуг, который, проникая в сердце, начинает заражать, начинает отравлять все окружение. То есть не думайте, что вот оно, высокомерие, маленькое-маленькое, зашло в ваше сердце, и до смерти оно будет с вами ходить, и ничего с вашим сердцем не будет делать. Нет, такого не будет. Это инфекция. А инфекция, она не сидит на месте. Она заражает все новые, отравляет все новые и новые клетки в организме. В организме. Это как метастаза. И поэтому мусульманин всю жизнь должен бороться с этой болезнью, потому что она у нас есть. Но мы должны всю жизнь бороться с этим, потому что высокомерие отравляет наше сердце. И за высокомерием, за этой болезнью приходит огромное количество других болезней. Но не просто пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, он не войдет в рай, потому что после высокомерия придут еще другие болезни. Он будет созывать своих родных,
своих братьев, сестер, давайте сюда, в это сердце, я здесь, у меня тут место есть свое. И в основе куфра, неверия лежит что? Высокомерие. Высокомерие. Вот когда спросили у пророка вот продолжение этого хадиса, «Я Расуль Аллах, а если человек любит как красиво одеваться, чтобы у него обувь была красивая, это тоже высокомерие?» «Нет», сказал пророк, нет. Высокомерие прежде всего это что? Это когда человек отказывается принимать истину, и унижает людей. Вот два качества высокомерия. И в основе многих неверий именно мы в истории человечества видим, и сегодня это повторяется, это будет до судного дня, лежит что? Именно эта болезнь, это высокомерие. Возьмите Иблиса. В чем была проблема Иблиса? Он прекрасно знал Аллаха, он прекрасно знал величие Аллаха, он прекрасно знал, что только Аллах может дать ему отсрочку. Поэтому кого он просил отсрочку? Он сказал: «О Аллах, дай мне отсрочку, ибо ты тот, который дает отсрочку». Потому что он прекрасно знал, что никто ему не может дать отсрочку. «Фаби'иззатика», он сказал: «О Аллах, клянусь твоим величием, я совращу их всех, и ты многих не найдешь благодарными». То есть он кем поклялся? Величием Аллаха. Он поклялся Аллахом. Поэтому Иблис это все знал. Но проблема Иблиса была в том, что он был уверен, что он лучше Адама. Он был уверен. И когда Аллах спросил, что помешало тебе падать ниц перед Адамом, он что сказал? Я лучше него. Почему я должен падать? Ты создал меня из огня, а его из праха, из глины. Поэтому вот эта болезнь погубила его, высокомерие. Возьмите других жертв этой болезни. Карун. Это был богатейший человек не своего времени, а история человечества. И когда праведники сказали ему: не проявляй высокомерие, все, что у тебя есть, это тебе Аллах дал, он сказал: нет, вот это и есть высокомерие, нет. Он сказал: все это было дано мне из-за моего знания, потому что я умный, я мудрый, я знающий, поэтому я это заработал. Возьмите фараона. Фараон, он своими глазами видел, сколько чудес пророка Муса, алейхиссалям. Он видел, как десятки колдунов, на которых он опирался, вот эти колдуны, увидев, что эта змея, что посох на самом деле превратился в змею, а это были профессионалы, они видели это превращение как профессионал, потому что они знали сихр, они брали веревки, и эти веревки казались людям змеями, а то, что кинул на землю Муса, это была змея. На самом деле палка превратилась в посох, превратилась в змею, и все пали ниц перед Аллахом. И он это видел. Но что он выбрал? Он не выбрал рабство перед Создателем, а он сам решил остаться божеством, и чтобы люди ему поклонялись. То есть это высокомерие. Аллах говорит, их сердца уверовали, поверили, что это есть истина, но высокомерие не позволило им принять истину. Поэтому возьмите более новую историю курайшиты. Сколько вопросов у них возникло, когда пришел пророк Мухаммад и сказал: я посланник Аллаха, поклоняйтесь единому Аллаху и последуйте за мной. То есть, что часть сказала: как ты смеешь? Мы тут сколько лет поклоняемся нашим божествам. Как ты смог нарушить наши правила, наши адаты, наш образ жизни? Это высокомерие было. Другая часть сказала: как? Вот этот сирота, нищий, как он может быть избранным пророком? Если бы Аллах избирал бы из этого племени, из этого народа пророка, это был бы я. Но разве это не высокомерие? Это высокомерие. Возьмите людей Писания.
Они прекрасно знали из своих книг, их ученые прекрасно знали. Во всех небесных писаниях было написано, что придет на эту землю печать всех пророков, и все пророки должны последовать за ним. Они прекрасно это знали, но высокомерие. Поэтому, дорогие братья, делайте дуа, чтобы Всевышний Аллах исцелил наши сердца, и чтобы Он избавил наши сердца от высокомерия. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.